Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня вторник, 3 июля, в студии Асуля Мухамедзянова и Влад Портнов. Желаем вам хорошего, жаркого летнего утра, и мы продолжаем следить за играми чемпионата мира по футболу. Сборная России в четвертьфинале встретится со сборной Хорватии. Это будет 7 июля. А тем временем юные футболисты усердно тренируются, чтобы стать будущими звездами футбола. Об этом и многом другом сегодня в программе. Чемпионат мира по футболу продолжается. Футбол объединяет дома и дворы. Приятного аппетита! Готовим домашние мюсли. Без рецепта. Чем утолить жажду в жару? Итак, продолжаем наслаждаться чемпионатом мира по футболу в России. Нападающий «Зенита», из сборной России, тот самый Артем Дзюба признался, что в детстве носил форму знаменитого бразильского форварда Роналдо. А полузащитник Денис Черышев отметил, что надевал майку своего отца. Но здесь очень важно отметить, что он не просто надевал майку своего отца. Его отец был профессиональным футболистом, Дмитрий Черышев, поэтому все логично. Артем Дзюба вспомнил также о том, как еще мальчишкой смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и еще тогда думал о том, что было бы здорово забить на таком крупном турнире. И он это сделал. И наши казанские мальчишки тоже мечтают забивать и побеждать на одном из будущих чемпионатов мира. И готовятся к этому они на обычных дворовых футбольных площадках. Смотрим сюжет. Футбол играют практически все, от мала до велика. Этот вид спорта доступен каждому. Все, что нужно для того, чтобы игра состоялась, это футбольный мяч, огромное желание обыграть соперника и футбольное поле. Играть в футбол можно и во дворе. Тогда игра захватывает всех, кто находится рядом. Футбол для меня это летний вид спорта, который мне он нравится. Вот летом уже нечего заняться, там просто кораблики впускаешь, там играешь в салочки, там еще что-нибудь. А футбол можно сыграть. Я ходила на футбол, но то, что это называется футбол, это не значит, что это именно в это только мальчики могут играть. Это не ограничено, что там только мальчики играют. Каждую неделю я могу ходить, то есть сюда. Если вот тут играют ребята, я, конечно, жду, когда доиграют, а потом к ним присоединяюсь. В этом году у наших ребят есть великолепная возможность наблюдать за игрой профессиональных футболистов воочию, или у экранов телевизоров, или в фан-зоне. То, что чемпионат мира по футболу проходит в Казани, это, безусловно, огромный подарок судьбы. В нашей стране чемпионат мира по футболу – это такая грандиозный момент для страны. Наш город участвует в чемпионате, это здорово, потому что мы тоже поддерживаем и можем увидеть это своими глазами. Ну, это очень радостно, грандиозно, то, что именно в нашем городе происходит чемпионат. У ребят есть кумиры, на которых они хотят быть похожими. Есть команды, за игрой которых они наблюдают, затаив дыхание. Мой любимый игрок Месси, потому что он отлично играет. Криштиану Роналду, потому что он, как по-моему, самый хороший игрок в мире, и очень много таких моментов, что он забивает, и вообще у него очень много разных наград по футболу. Любимый игрок Месси, потому что он играет хорошо, и когда он что-то сделал или у него не получилось, он не выдает это прям как-то сильно. Он не расстраивается, играет дальше. Лионель Месси. Потому что он хорошо играет, хорошо обводит всех. Если мы победим, это для всей страны будет. Праздник будет прям. Моя любимая команда Барселона, потому что там хорошие игроки, и тоже есть Лионель Месси. Моя любимая команда – это Бразилия. Ну там же Неймар есть, и это. Мне Неймар нравится. В Португалии есть Роналдо, в Аргентине есть Месси. И в Египте есть Салах. Футбол формирует необходимые каждому навыки. Умение быстро оценить обстановку, продумать собственную тактику, вычислить тактику соперника. Ну а то, что футбол – командная игра и формирует навыки коллективного взаимодействия, это уж и так всем понятно. Вот и получается, что, играя в футбол, ребенок развивается усиленными темпами.
В прошлом году я плохо играл в футбол, там мало, не часто. А вот в этом году я понял, что мне нужно натренироваться, подкачаться и уже научиться играть в футбол. Вот я хожу сюда и своим друзьям на футбольное поле. Это интересно бегать, гоняться за мячом, пытаться забивать голы, создавать хорошие моменты, развивать скорость, ловкость и так далее. Я люблю футбол, потому что он развивает ловкость. Я люблю футбол, потому что там надо бегать, владеть мячом, забивать голы. Играйте с ребенком в футбол во дворе, на поле, везде, где только это возможно сделать. Может быть, это поможет ему выбрать свой собственный путь жизни. Наша программа продолжается, и у нас в студии директор «Время кино» Альбина Нафигова. Доброе утро. Доброе утро. Альбина, но не только футболом на площадках мы живы, да, но еще и футболом в виде кино. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект, какие фильмы смотрят, какие фильмы еще будут смотреть? Цикл показов «Здоровый интерес», он посвящен чемпионату мира. Проект вообще по заказу Министерства культуры, а мы исполняем, поскольку, наше поле деятельности – это как раз кинопоказы и кинофестивали. И нам показалось, что очень интересно, когда у кинопоказа есть тема. И спортивная тема как раз и сподвигла нас к тому, чтобы назвать ее «Здоровый интерес». Интерес к кино, интерес к спорту и привлечение широкой аудитории спортивной к кинематографу, а кинематографической к спорту. Нам показался это классный микс. А когда мы стали осваивать новую площадку, это абсолютно новая площадка, то есть прежде там кино на этом пространстве вообще не показывалось. Оказалось, что аббревиатура у Горкинско-Аметьевского леса – это ГОЛ. И нас это так вдохновило, что часть конкурсов, потому что помимо показов у нас очень много партнеров с призами, там разыгрываются как раз призы, проводятся конкурсы. И один из самых смешных конкурсов – это как раз кто дольше прокричит это слово «гол». Это хорошая тренировка. Наверное, пловцы, должны побеждать, да? Или певцы. Или певцы. Сколько фильмов всего запланировано? Запланировано 6 показов, 2 уже состоялось. В прошлый раз мы показывали как раз фильм о создании ФИФА, о первом матче, который прошел в Уругвае, о взлетах и падениях этой ассоциации. Как оказалось, спортивный менеджмент очень схож с кинематографическим, поэтому нам было интересно даже самим как зрителям, потому что это абсолютная новинка, мы нашли ее на иранском кинорынке. Фильм был в селекции Каннского фестиваля. И в общем-то, мы достаточно креативно подошли к подбору программы. Нам показалось, что должен быть охват и по эпохам, в том числе футбола, самого становления, и по географии кинематографической. То есть в программе фильмы от советских времен. Первый показ у нас был архивный, мы рискнули, потому что фильм 1936 года из копилки Ленфильма. Далее у нас европейский фильм, будет российская новинка кинопроката «Моя жизнь», будет байопик «Пеле» в ближайшее время, 4 июня. И какие еще фильмы будут, это мы узнаем после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ. Не переключайтесь. Всем снова доброе утро. Сегодня, кстати, у нас будет еще и розыгрыш билетов на пляж Ривьера и на концерт Нюши. Вы их сможете выиграть. Следите за нашей программой. Ну а пока мы продолжаем разговор на тему кино и футбола. Да, Альбина, скажите, пожалуйста, а кто приходит на эти кинопоказы и как реагирует зритель? Вообще, в основном, аудитория семейная. К этому располагает и содержание самой площадки. Это парк. Это самый большой парк, поэтому народ приходит много, там хороший трафик. Однако фильмы на улице, вообще, в принципе, когда-то в городе начали вообще этот проект показывать в парках и скверах задолго до чемпионата и раскачивали как раз площадку «Киносреда». И тогда мы заметили, что люди от привязки к местности, аудитория различается. Если там была такая аудитория любителей интеллектуального, артхаусного кино, хотя мы подкармливали в том числе и так называем, мы между собой называем попсовыми хитами. Но здесь аудитория, конечно же, семейная. Дети под покровом темноты уезжают на колясочках, и остается в основном молодежь и молодые семьи. В последний раз молодежи было даже побольше, видимо, потому что все-таки содержание фильма тоже имеет значение.
Какие еще фильмы, наверное, да, зрители? Да, увидят? конечно, Это обязательно, конечно. Мы решили завершить вообще весь этот цикл документальным кино, потому что у документального кино прокатная судьба, ну, мы все знаем, не очень успешная. Тем не менее, некоторые документальные фильмы по охвату достойны очень большой зрительской аудитории. Фильм будет посвящен медийному противостоянию Роналду и Месси. И более того, когда сначала, значит, у нас исчезает команда Месси, мы думаем, ну вот противостояние как бы не получилось. Вслед за этим исчезает команда, исчезает команда Роналду. То есть даже в этом они оказались вот так вот на равных. Фильм очень интересный, это британский кинематограф, и выстроен он... Ну, мы узнаем и историю, и медийную, и биографическую обеих звезд. Вот. Также, кстати, 4 июля мы посмотрим еще про одну звезду футбола, это про Пеле. Вот. И также будет российская новинка кинопроката «Моя жизнь». Ну, это такая история успеха, основанная на реальных событиях. Все фильмы основаны на реальных событиях. «Моя жизнь» это успех чей? Это простая история, ну, то есть это не посвящен какой-то конкретной, не привязан ни к какой конкретной персоне, это просто страсть к футболу с детства, идущая и ведущая человека на преодоление к своей цели. То есть это скорее художественный фильм? Нет, вообще все фильмы остальные, тоже? Они художественные, да. То есть это мы решили завершить документалкой, но британское кино, во-первых, очень зрелищное, и потом сама тема противостояния, и две такие мегазвезды. Я думаю, что будет очень интересно посмотреть 13 июля. Мы завершаем как раз этим документальным фильмом. Ну, то есть вы считаете, что все же уличные кинопоказы, они нужны, и аудитория они необходимы разнообразна, да? вообще на самом деле. Я сама в детстве жила вот здесь неподалеку как раз от вашего телеканала, и у нас уличные показы, в принципе, были регулярны. И так получилось, когда я работала в кинотеатре «Мир», мы брали интервью одного из старейших механиков города, и во время вот этого интервью я обнаружила, что вот этот механик показывал мне в детстве фильм «Белые росы», да. Причем сама организация зрителей на уличных показах – это такая особая атмосфера. Там, ну, то есть, когда мы это все начинали, нам говорили, вам нужна охрана, вам нужно вот это. Мы говорим, зачем? Мы помним, в детстве было вот таким образом все это, что объединялись дворами люди, Конечно, и никто никому да. не мешал, все с уважением относились. Там могли посидеть мужички, которые только что играли в домино, прийти мама с колясочкой, с засыпающим малышом. И это такое единение, плюс кино, это же действительно самый массовый из всех видов искусства. И оно создает еще дополнительную атмосферу, магию. И вот под закатными лучами солнца, как раз вот когда темнеет, а экран у нас надувной, огромный, это тоже часть шоу, да, он стоит как огромные ворота, дети все время. У нас еще конкурсы с мячом есть, естественно, потому что спортивная тематика. И дети стремятся, значит, к этим большим воротам. Ну, то есть это такой интерактив, который моделируется самим зрителем, да, то есть зритель непосредственно участник кинопроцесса. Ну что ж, возобновляем отличную традицию. Пускай все получается отлично, пускай больше молодых ребят, детей приобщаются к этому искусству. Спасибо вам, удачи в работе. Мы продолжим говорить про... Звезды. Про звезды, да-да-да. Мы здесь затронули Роналду и Месси. Но сейчас мы поговорим про звезды, которые там что-то нам обещают. Итак, гороскоп для овнов. События стремительно захватят вас в круговорот. Потребуется незамедлительное решение старых проблем. Возможно, вас ждет неожиданное знакомство при случайном стечении обстоятельств, от которого вы сможете получить выгоду. Для тельцов благоприятно будут складываться события, связанные с семейной жизнью. Стоит задуматься о браке. Высока возможность внезапного улучшения материального положения, возможны выигрыши, удачные приобретения. Если вы сумеете расслабиться к концу дня, то сможете избежать мелких ссор с окружающими. Постарайтесь уединиться и отдохнуть. Близнецы, сегодня фортуна, увы, не на вашей стороне. Не стоит играть в азартные игры или пускаться в прочие авантюры. Удача вам не улыбнется. Буря эмоций и импульсивность вам сегодня ни к чему, особенно во второй половине дня. Раки. Ваши творческие способности сегодня на высоте. Жизненный потенциал может выразиться в способности убеждать. Посвятите время физическим нагрузкам, прогулкам на свежем воздухе. Проведите весело время с друзьями. Также возможны неожиданные сюрпризы. Ну вот, кстати, кино вечером посмотреть. Да, и неожиданно пошел дождь тоже. Да. Ну, про погоду еще поговорим. Львов ждет удачный день, возможны финансовые взлеты. Прислушайтесь к советам близких людей, не отказывайтесь от их поддержки. Стоит подытожить старые дела. Ожидайте новость, которая скажется положительно
на ваших делах. Девы, день символизирует изменения. Ваше духовное состояние перейдет на новый этап. Вам будет не просто выбрать ту линию поведения, которая позволит уйти от негативных последствий. Будьте внимательны даже к мелочам. Наша программа продолжается. Мы предлагаем вам познакомиться с афишей программ ТНВ на сегодня. Вам будет из чего выбрать. Как создавалась Библия, из каких частей она состоит, в чем ее удивительная благодать и благодаря чему каждый найдет в ней ответы на вопросы о своей жизни. Не от мира сего. Сегодня на ТНВ. Историческая провинция Португалия, Эштремадура и ее дворец. Таинственный и неприступный, роскошный и уникальный. Путешествие по археологическим сокровищницам Европы. Сегодня на ТНВ. Эмоции через край, горячая поддержка болельщиков и всегда непредсказуемый финал. Первый этап первенства Приволжского и Уральского округов по картингу в «Богатых собах». Видеоспорт сегодня в 23:10 на ТНВ. Наша программа продолжается, и сейчас обещанный розыгрыш. Мы разыгрываем вот этот билет на пляж Ривьера. Он достанется тому, кто ответит на простой вопрос. Самым часто фотографируемым пляжем в мире считается Ан-Сух Даржан. Ну, наверное, так это произносится. Надеюсь, что это был французский язык. Здешний ландшафт с необычными валунами, яркими красками выглядит, просто необычно. Да, в какой же стране? Я предположил, что это был французский язык. А в какой стране это все находится? В какой стране находится этот пляж? Ансурс Даржан. У нас есть небольшая подсказка. Эти острова с одними из самых дорогих отелей в мире к востоку от Африки. Там номер прямого эфира 570-50-75. Дозванивайтесь. И давай еще раз проговори, пожалуйста, это название. Да, я английский в школе учил, я боюсь ошибиться. Нет, ты красиво сказал. Ансурс Даржан. Да, вот 570-50-75. Мы ждем нашего победителя. Я уверена, что он у нас уже в ближайшее время появится. Пока мы сейчас насладимся не видами пляжа, а видами болельщиков, которые украшают этот чемпионат мира по футболу. Вот, кстати, 6 июля в Казани состоится последний матч в Казани. Бельгия сразится с Бразилией. Это будет суперзвездный бой. Суперзвездный. Казалось бы, готовимся. Франция, Аргентина 30 июня у нас устроили шоу. Нет. Бельгийцы и бразильцы устроят шоу еще круче. Ну а пока мы давайте будем разбираться с теми самыми островами, которые называются Ансурс Даржан. Первый раз ты как-то более красиво это сказал. У нас есть звонок. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Лилия. Очень приятно. Где же находится этот самый часто фотографируемый пляж? На каких островах? Наверное, на Сейшелах. Сейшелы? Да. А где бы вы хотели провести отпуск нынешний? Лето. Можно на Крым. В Крым поехать. То есть на Сейшелы можно и не ехать, а на самом деле можно сходить на пляж Ривьеры, да, и насладиться солнечными и прекрасными днями. Потому что правильный ответ, конечно, да, Сейшелы. Нам не удалось вас сбить с правильного ответа. Вы молодцы, мы вас поздравляем. Дарим билеты, надеемся, что вы насладитесь походом на наш пляж. Погода, в общем-то, располагает. Сейчас наша традиционная рубрика. Счастливые люди. Герой нашего сюжета знает о всех ужасах и кошмарах Великой Отечественной не понаслышке. Василий Стефанович Бакин родился в 1939 году, а в 3 года он оказался в концентрационном лагере. Родился я в Брянской области, рядом граница Украины. Немцы не уходили туда, в лесу мы жили. А в 1942 году в мае вошли и хотели, согнали всех в церкви, комсомольцев, коммунистов расстреляли. А у тех, у которых мужья на фронте, хотели сжечь.
а потом заменили лагерем. И вот в этом лагере мы сидели. Василий Стефанович рассказал нам, что в 1943 году Красная Армия освободила узников этого концлагеря, и он вернулся домой. Закончил 7-летнюю школу, потом техникум горно-нефтяной в Ухте, потом Казанский авиационный институт. Правда, 1,5 года до этого поработал помбуром-бурильщиком в Баллах, в Волыне. Закончил Казанский авиационный институт, распределился в Ташкент на авиационный завод. Там 45 лет проработал и вернулся в Казань. О своем детстве, о военном времени Василий Стефанович рассказывает подрастающему поколению, а иногда ребята приглашают его на концерты, посвященные патриотическому воспитанию молодежи. Такие моменты очень дороги для Василия Бакина. Нужно, чтобы все-таки поколение не забывало, что пришлось пережить, какие были трудности, какие были невзгоды, и не допускать, чтобы это повторялось. Жизнь была нелегкая, но, несмотря ни на что, Василий Стефанович считает себя счастливым человеком. И сейчас, глядя на работы детей о Великой Отечественной войне, он хочет рассказать им о том, как в любые самые сложные времена оставаться счастливым. Надо не унывать, идти достигать цели и быть оптимистом постоянно. Я считаю, это нормально. Счастлив тот, кто помнит все, что было до него, бережет то, что есть, и с радостью глядит в будущее. Будьте счастливы. Чтобы день удался, нужно с утра что сделать? Вкусно позавтракать. Да. Если у вас нет идей, чем бы позавтракать сегодня, сейчас предложим. Внимание. В сегодняшнем выпуске мы покажем простой и очень удобный рецепт мюсли. В отличие от магазинных, домашние мюсли содержат только натуральные и ваши любимые ингредиенты, которые не содержат консервантов, красителей и различных химических добавок. Этот набор можно менять на ваше усмотрение, в зависимости, какой вкус вы хотите получить. Мюсли – это отличный вариант для завтрака либо перекуса. И для начала мы смешаем наши ингредиенты – овсянку, семечки, орешки и мед. Вот что у нас получается. Осталось добавить финики, которые мы сейчас измельчим. В полученную смесь вы можете добавить любые ваши любимые фрукты, такие как бананы, яблоки, персики, виноград, все, что пожелаете. Если по каким-то причинам вы не любите финики, предлагаю вам добавить сюда банан, виноград, либо нектарин. У нас все готово. Выкладываем на противень равномерным слоем и отправляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Наши мюсли готовы, ждем, пока они остынут, и перекладываем их в банку. Наши домашние мюсли готовы. Осталось высыпать их в тарелку, залить йогуртом либо молоком и наслаждаться. Оставшиеся мюсли можно хранить в таких банках. Это очень удобно и практично. Я не думала, что мюсли можно запекать. Вот теперь знаешь. Ну, и я знаю точно, что если употреблять на завтрак мюсли, то точно не поправишься. Ты лучше расскажи нам про погоду. Будем ли мы запекаться на солнце столько еще? А сегодня передышка у нас, понимаешь, солнце не спряталось за облака, пошел дождик, стало свежее, и синоптики нам обещают облачную погоду с прояснениями, временами небольшие осадки, а температура воздуха днем около 28 градусов тепла, к ночи ожидается понижение до 19. А ветер слабый, при дожде порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха около 65%. Небольшая магнитная буря, пожалуйста, берегите свое здоровье. Фух, ну передохнем немножко от жары. Мы сейчас тоже передохнем немного во время рекламы. После этого поговорим про здоровье. Это обязательно. И еще один розыгрыш. Оставайтесь на ТНВ.
Доброе утро, мы продолжаем нашу программу. Что может быть лучше в жаркий солнечный день, чем стакан освежающего лимонада с газом? Примечательно, что у славян тоже были свои прохладительные напитки, не хуже современных. Это квас, морс, узвар и кисель. Ну, значит, квас, кисель и морс, это все нам понятно, известно. А вот узвар или взвар – мало знакомая штука. Для приготовления этого напитка сухофрукты или свежие ягоды заливали водой и варили. Готовое питье подавали охлажденным. Но сейчас этот напиток называется просто компотом, а раньше он считался праздничным десертным напитком, который чаще всего варили в зимние праздники. Сок, кефир, вода, чай, кофе, молоко, морс. Какой выбор напитков, чтобы утолить жажду или просто насладиться вкусом? Часто мы не задумываемся о пользе и просто пьем. Между тем, каждому напитку свое время и место. Хорошо погуляли на выходных? Сухость во рту? Берите народное средство рассол. Он устранит обезвоживание, одну из причин дурного самочувствия от похмелья. И старайтесь впредь не злоупотреблять алкоголем. Это очень небольшая доза. В пересчете на чистый алкоголь она составляет 50 граммов этилового спирта для мужчин, то есть это порядка 100 граммов крепких спиртных напитков, и 20-25 граммов для женщин, что соответствует 50 граммов крепких спиртных напитков. Чтобы просто утолить жажду, больше всего подходит питьевая или слабо минерализованная газированная вода. Средняя рекомендация для человека – это использование порядка 2 литров чистой воды в день. Использование чистой воды позволяет отмыть наш организм от токсинов, сохранить молодость и красоту. Вы предпочитаете утолять жажду соками? Считаете, что это вкусно и полезно? С этим можно согласиться, но... Соки содержат углеводы. И углеводы будут притягивать к себе воду, то есть человек усилит состояние жажды. Кроме того, каждый сок имеет определенную калорийность, поэтому неконтролируемое употребление пакетированных соков может привести к значительной прибавке массы тела. Более правильный выбор – морсы из кислых ягод. Они и жажду утолят, и не приведут к полноте. Да еще и действительно полезны. Отдайте предпочтение брусничному или клюквенному напитку. Они обогащают организм необходимым количеством витамина С и других антиоксидантов. Антиоксиданты необходимы нашему организму, потому что они блокируют вредное воздействие на наш организм самых различных механизмов старения. Что еще осталось? Молоко. Многие предпочитают этот напиток, считая его полезным, но специалисты советуют предпочесть цельному молоку кисломолочные продукты. Следует помнить, что молоко, которое мы пьем, воспринимается желудком не как питье, а как еда. Ведь когда мы рождаемся на свет, первый год жизни мы питаемся в основном молоком. Для взрослого человека наиболее предпочтительно употребление кисломолочных напитков. Это благоприятно действует на микрофлору кишечника и способствует улучшению обмена веществ. Ну и, конечно, не стоит забывать о чае и кофе. Эти напитки прочно вошли в нашу жизнь. И мы пьем их, когда надо и не надо. Они полезны тем, что содержат катехоламины, но тем не менее способствуют обезвоживанию за счет содержания кофеина. Для того, чтобы чувствовать себя бодрым, активным, не обязательно выпивать 4-5 чашек кофе или чая в день. Достаточно выпить 1 чашечку кофе утром и 1 чашку чая в обед, а в последующем перейти на более легкие напитки. Что полезнее пить? Вот в чем вопрос. Сократите употребление алкоголя и не понадобится рассол. Лучше всего утолять жажду чистой водой. А вместо соков пить морсы из кислых ягод без сахара. Молоко замените на кефир или катык. А лимит чая или кофе всего 3 чашки в день. В итоге в рейтинге напитков побеждают морсы, кисломолочные продукты и, конечно же, обычная питьевая вода. Продолжим тему, будем говорить о том, что же пить в жару. Вместе с врачом-эндокринологом, нутрициологом Ринатом Рафаэльевичем Галимовым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ринат Рафаэльевич, ну, конечно же, жара, всем хочется пить, нужна организму влага. А что именно употреблять и вообще питьевую воду, сколько и как часто?
Ну, хочу сразу сказать, что и нужно оговориться и помнить об этом, что наш организм на 2/3 нашего веса, он состоит из воды. Да. И потребность, хотя у каждого человека немножко индивидуальная, но рассчитывается это где-то 30 мл на килограмм живого веса тела. То есть легко посчитать. Если человек весит 100 килограмм, значит, за сутки ему нужно около 3 литров жидкости. Причем жидкость в любом виде. И наш организм, он сам очень мудрый. Он воду отделит, сухой остаток отделит, и все равно он должен получать жидкости в пересчете на воду где-то от 1,5 до 2,5 литров жидкости каждый день. Это не только, ведь, наверное, в жаркий день. Это в любой Вообще день. в любой день. Ну, естественно, мы понимаем, что зимой у нас потоотделение меньше, с дыханием мы тоже немного тратим. И потребность в жаркие времена, именно летом, она, конечно, возрастает у многих, у людей. У всех. Какую воду лучше пить? Тепленькую, горячую или можно из холодильника прям вот ледяную? Из холодильника ледяную я никому не рекомендую и не советую, потому что 8-10%, это все врачи знают хорошо, всех простудных заболеваний в летнее время связано с тем, что человек из холодильника выпил какой-то квас холодный или жидкость, там, молоко или кисломолочные продукты, или поел мороженого, Вот и тем самым тут же сразу заболел. И все лето испорчено. А вот хороший ли вариант минеральная вода? И лучше какую пить? Газированную или без газа? С минеральной водой тоже непростой вопрос. Мы не обращаем внимания на терминологию. То есть минеральная вода – это вода, которая содержит много минералов. И даже если она обладает лечебными свойствами, но это больше уже относится к лечебному эффекту. И для некоторых людей это может быть образованием песка, камней в почках. Это может спровоцировать какие-то ненужные заболевания или проблемы, дискомфорт в желудке. Поэтому не всякая минеральная вода пригодна для того, чтобы утолять жажду. То есть обычную воду лучше Обычную воду, да? самое простое, самое лучшее. Комнатной температуры? Именно комнатной температуры или теплой, слегка теплой. Хочу сказать, что холодной водой, холодной жидкостью человек напиться никогда не сможет. Причем она через 5 минут очень быстро с потом начинает выходить и вымывает очень много полезных веществ. Если мы запиваем еду холодной водой, мы нарушаем свое пищеварение. Поэтому лучше пить теплую воду и простую воду. Именно лучше даже не газированную. Так. Ну и самая распространенная история, когда мама с ребенком идет по какому-нибудь торговому центру или по парку, и ребенок говорит: мама, хочу газировку, сладкую, холодную. Чем это опасно? Ну, мы догадываемся, что в принципе вот сладкие газировки это не очень хорошо. Я должен вам сказать, что сейчас найти хорошую газированную воду, чтобы она была безопасна для организма, очень трудно, практически невозможно. Потому что обязательно в эти сладкие напитки добавляются и консерванты, и химические какие-то ингредиенты, которые красители всевозможные, совершенно верно. А вот такая вода, как Pepsi-Cola, Coca-Cola, Sprite, 7-Up, да, и бутылированные или не бутылированные, а в баночках в металлических напитки сделаны, те же адреналин Rush, например, там еще что-то. Вот это как старину лучше, да? Это очень сифоны, опасно. так называемые, по-моему, да? Делали Самый сами, простой, да, и самые лимонады простой, хороший, в домашних условиях, вот. да? Ну а как насчет соков, компотов и того же самого, вот опять же, кваса? Очень полезны морсы, травяные чаи и просто вода. Если мы берем кисель, молоко, кисломолочные напитки, жажду мы, может быть, можем утолить на время, но это больше еда, чем вода. Если в кофе, в чай мы добавляем сахар или сладкое, или конфету, заедаем, то это уже наполовину еда, потому что она сразу начинает содержать калории, да? Вот, и воды там остается немного уже полезной. Поэтому здесь очень внимательно нужно. Вот, компоты не сладкие, хорошо, они утоляют жажду и полезны. Морсы – это великолепно, их можно из разных ягод готовить. Да, можно с собой в жаркую погоду бутылочку воды хотя бы 200 или там миллилитров или пол-литровую бутылочку брать с собой, не забывать. Вот. И очень интересный такой есть совет, который утоляет жажду и охлаждает человека. Это на шею повязывать небольшой платочек и периодически его смачивать водой. О, интересно. Попробуйте. Косыночку. Косыночка – это одно, вот на шею именно. Великолепный эффект, и у человека жажды не будет. Обязательно проверим этот совет.
Потом расскажем, как это работает. Спасибо большое за полезную информацию. Спасибо. Она, безусловно, нам всем пригодится. Ну и кроме этого, еще нам пригодится... Я сейчас скажу, что нам пригодится. Да. Лето продолжается, и девушки очень любят выглядеть... особенно в летний период, красивыми, эффектными. И вот следующие советы для наших модниц от нашего модного эксперта Селины Софиуллиной. Здравствуйте, с вами рубрика «В стиле» и ваш модный эксперт Селина Софиуллина. Лето, пора смелых решений и ярких сочетаний. У меня для вас подборка нескольких образов для женщин разных типажей. Посмотрим? Легкий воздушный образ для нежных и стремительных леди. Абсолютный тренд этого сезона – цвет королевский пурпур. Но что еще нужно, если платье кричит о том, что вы королева? Кстати, образ как раз в стиле новоиспеченной герцогини Сассекской Меган Маркл. Так что любителям ее стиля на вооружение. Модным этот аутфит становится благодаря необычному ремню, который явно перекликается с абсолютно базовыми лодочками. Но мода вполне приветствует такие эксперименты. И, безусловно, стильный клатч, который связывает все элементы воедино. Яркость, дерзким и смелым. Ну и, конечно, удобство. Такой образ подойдет тем, кто относится к категории креативных людей. Тут и свобода движений, и красота. Ярко-желтые брюки-кюлоты с лампасами комбинируются с базовой футболкой. Конечно, не столь базовой благодаря своему оригинальному рисунку и вышивке. Зато теперь на вопрос, какая сумка является самой модной в этом сезоне, ваш ответ будет: безусловно, это прозрачная пластиковая сумка. Такая, которую раньше вы могли купить только в продуктовом магазине, а не никак в бутиках с мировым именем. Мы снова о королевском пурпуре, на этот раз в другом стилистическом исполнении. Если гадаете, какую плюсированную юбку приобрести, то вот, пожалуйста, самый базовый фасон модели плюсированной юбки. Чтобы сделать образ более стильным, я добавила сложный клатч с кричащей надписью «Любовь». Кстати, обращайте внимание на ваши девизы на предметах гардероба и выбирайте тот, что соответствует вашему кредо жизни. Модные леопардовые мини для загорелых и спортивных. Абсолютно оригинальный топ сложного кроя из денима. Такая вещь 100% привлечет к себе внимание. Если дополнять подобные образы обувью на каблуках, это всегда смотрится вульгарно. Поэтому массивные сапоги очень уравновесили образ. Черные монолуки еще держатся на первых местах трендов сезона. Конечно, это не для жары, скорее для вечернего похода в ресторан. На этом примере я как раз показываю универсальность данного топа. И с юбкой, и с брюками. Причем образы получаются разные, но по-своему прекрасные. Тут особое внимание стоит уделить брюкам. Сильно расклешенный фасон и боковые разрезы, декорированные клепками. Ну как, понравилось? С вами была я, Селина Софиуллина, и помните, быть в стиле – это просто. Спасибо большое, Селина. Наша программа продолжается, и сейчас очередной розыгрыш. Вот разыгрываем мы вот этот самый билет на концерт Нюши, который состоится в Корстене, и этот билет достанется тому, кто ответит на очень простой, мне кажется, вопрос. Вчера мы разбирались с тем, как же зовут имя Нюши настоящее. Ну а какова девичья фамилия? Я думаю, что это будет несложно. И зовут ее Анна, а фамилия... Отвечайте, пожалуйста. 570-50-75, телефон прямого эфира, дозванивайтесь. Ну а пока Камила Хакимуллина расскажет нам, что интересного в Казани происходит сегодня. Всем привет! Сегодня 3 июля, и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Начинаем рубрику с рассказа об очень интересном спектакле, который никого не оставит равнодушным. Внимание к сюжету! Спектакль «Банкрот». Режиссер Фарид Бекчентаев говорит, что это не столько рассказ об одной счастливо обернувшейся афере, сколько о духе времени, о татарском ренессансе, который вытолкнул на поверхность истории не только поэтов и мыслителей, ученых и художников, изобретателей и политиков, но и разношерстную толпу авантюристов и интриганов всех мастей. Думаю, вам понравятся эти мероприятия, но если вам хочется увидеть что-то новое и интересное, то следующий анонс точно для вас. Смотрим! Выставка «Школьные годы». Серия из 24 холстов представляет обыденные сюжеты детской жизни, одинаково близкие разным людям поколений. В
Вневременной характер изображаемых сценок сочетается с присущей художникам простой, нарочито легкой, почти случайной живописной манерой, подчеркивающей неважность и необязательность происходящих на картинах событий. Выставка «Откровение вечной красоты». Впервые в Казани в Музее истории Благовещенского собора, музее-заповедника «Казанский Кремль» открылась уникальная выставка, состоящая из 2 шедевров древнерусского искусства из Ростовского Кремля. Первая икона представляет образ Божьей Матери из средневековой Руси. Вторая, начало 17 века, показывает житие святителя Николая. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! Спасибо, Камила. Нам подсказывают, что у нас есть дозвонившийся. Алло, доброе утро. Алло. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Виктория. Итак, какова же девичья фамилия Нюши или Анны? Шурочкина. Конечно, конечно, мы вас поздравляем и отправляем на концерт. Ура! Надеюсь, что вы хорошо проведете Спасибо время. большое. Ну а сейчас будем завершать наш астропрогноз. Да, весы могут проявить себя в коллективной работе, что принесет дополнительный доход и улучшение жизни в целом. Уделите время близким, постарайтесь общаться с ними в позитивном ключе. У скорпионов душевное равновесие позволит открыть второе дыхание. Ваша работоспособность повысится, возрастет творческий потенциал, надежное плечо соратников обеспечит успех в любых начинаниях. Мужчин ждет встреча или известие, которое станет началом изменений в личной сфере. Надеемся, что позитивно. Так, а то есть женщин не ожидает. Стрельцы, проявите активность и фантазию. Сегодняшний день благоприятствует устранению беспорядка в доме. Задумайтесь о ремонте, благоустройстве жилья. Поддерживайте семейную гармонию. Даже можно устроить небольшой праздник для самых близких и любимых. У козерогов подходящий день для смены обстановки. Развейтесь, отправьтесь в путешествие с друзьями. Вас ждут новые знакомства и интересные встречи. Не забудьте уделить время семье. Стоит задуматься о поддержании здоровья и отдыхе. Водолеи, ваше эмоциональное состояние можно улучшить благодаря активному отдыху на природе. Новые впечатления отразятся на вашем душевном состоянии. Легкие физические нагрузки придадут бодрости и поднимут настроение. Рыб ждет активность в сфере финансов, будь то купля-продажа недвижимости, коммерческие операции, ну или другие удачные покупки, приобретения. День будет благоприятствовать любым передвижениям денежных средств. Ну что ж, а на этом наша программа завершается. А вот что вы увидите завтра. Много интересного мы увидим завтра. 8:10 на ТНВ. Асель Мухамедянова. Влад Портнов. Всем отличного дня, и пусть уже пойдет дождик и наконец-то охладит наши горячие души. Пока. Всем удачи.